Селям алейкум. Варикозное расширение вен, тромбоз, тромбофлебит и прочие проблемы с сосудами – это не только эстетическая проблема, но и болезнь, которая значительно снижает качество жизни и приводит к серьезным осложнениям. О причинах, лечении и профилактике поговорим сегодня с врачом-сосудистым хирургом Аметом Умеровым. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям. Итак, с какой проблемой стоит обращаться к врачу-сосудистому хирургу? Патология сосудистой системы включает в себя достаточно большой объем, достаточно большой перечень заболеваний. Наиболее распространенными из них являются варикозная болезнь нижних конечностей, атеросклероз сосудов головного мозга, атеросклероз сосудов шеи, нижних конечностей. Это то, с чем люди наиболее часто обращаются к сосудистому хирургу. Существует мнение, что варикоз – это больше женская проблема. Это правда? На самом деле это не мнение, это факт. Есть большое количество исследований, в том числе рандомизированных, то есть имеется в виду имеющих доказательную базу, в которых было просчитано, что варикозной болезнью болеет женский пол намного больше. И если взять перерасчет на 100 пациентов, то примерно 65 пациентов будут женского пола и 35 мужского пола. Передается ли варикоз по наследству? Безусловно, варикозная болезнь нижних конечностей – это наследственно обусловленное заболевание. Есть первичный варикоз, который непосредственно связан с наследственностью, и при наличии каких-либо провоцирующих факторов, причин, он развивается, он проявляется. К таким причинам относятся, как мы уже с вами проговорили, это женский пол, это прием гормональных препаратов, это статические нагрузки, то есть, например, у людей, деятельность которых связана со статическими нагрузками, статически имеется в виду, когда в положении стоя либо сидя производятся какие-то манипуляции, подъем тяжести и так далее. В группе риска, естественно, находятся спортсмены, в группе риска рабочие, которые работают у станка, поднимают либо длительно находятся, во всяком случае, в стоячем положении, при этом не работают мышцы голени, стоп, таким образом не работает мышечно-венозная помпа. Это первичный варикоз, назовем его первичным. Есть еще приобретенный, да, и связан он в основном с перенесенным тромбозом глубоких вен и, как следствие, проявлением уже варикозных вен, и связано это с повышенным венозным давлением. Сосудистые сетки, звездочки и варикоз – это одно и то же? Да, варикозная болезнь включает в себя несколько проявлений. В наименьшем варианте это будет наличие сосудистых звездочек, так называемых телеангиоэктазий. Это форма варикозной болезни. Есть еще вариант с ретикулярными венами, когда эти звездочки носят более распространенный характер и диаметр вен несколько больше. И непосредственно поражение подкожных вен, когда мы видим контурирующиеся крупные подкожные вены, они имеют вид как бы таких подкожных гроздей винограда, можно сравнивать много с чем. Но по факту это все проявление варикозной болезни. Как диагностируется варикоз? На сегодняшний день, и если взять историю, есть достаточно и было достаточно много методов исследования вен. Если максимально сузить, но при этом не потерять в качестве, достаточно клинического обследования и ультразвукового исследования. То есть пациент при обнаружении у себя какого-либо из симптомов варикозной болезни, будь то наличие сосудистых звездочек, будь то наличие вен подкожных, может быть отека конечностей, либо уплотнение кожи, обращается к сосудистому хирургу и производится клинический осмотр. При осмотре доктор обращает внимание на наличие либо отсутствие варикозно расширенных вен, на цвет кожи, на наличие либо отсутствие отеков нижних конечностей.
на состояние подкожно-жировой клетчатки. Ну, там достаточно много моментов, которые могут натолкнуть на мысль о патологии либо отсутствии патологии венозной системы. Ультразвуковая диагностика достаточно важна в исследовании венозной системы, и насколько она хороша, настолько она может и подвести. Почему? Потому что ультразвуковая диагностика вся, даже если не учитывать венозную систему, она является оператор-зависимой. То есть смотрят люди, описывают люди, ну я имею в виду врачи ультразвуковой диагностики, и несмотря на универсальность, может быть, преподавания, обучения, чтения одних и тех же учебников, трактовать увиденное можно по-разному. И поэтому кто-то опишет, что клапан в вене несостоятельный, кто-то пишет, что он состоятельный. А, например, вот такие моменты очень важны, потому что будут определять тактику ведения каждого отдельно взятого пациента. Стоит ли проверяться на наличие варикозной болезни, если ничего не беспокоит и нет проявления внешних факторов? Достаточно хороший вопрос. Жить болезнью, конечно, не стоит, но при определенных условиях, то есть если есть проблема у близких кровных родственников с венозной системой, иметь некую настороженность даже при условии отсутствия внешнего проявления варикозной болезни, думаю, нужно. То есть периодический самоосмотр, да, на предмет наличия сосудистых звездочек, каких-либо уплотнений кожи, может быть, изменения цвета кожи, должно натолкнуть вас на мысль о том, что нужно обратиться на консультацию. Хочется задать вопрос для тех, кто очень любит пользоваться советами из интернета и лечиться самостоятельно. Ну, еще поскольку варикоз – это еще и очень крымско-татарская проблема, наш народ не очень любит ходить к врачам. Скажите, пожалуйста, можно ли вылечить варикоз самостоятельно? Опять же, хороший вопрос. Давайте так. Стереотип о том, что наш народ, крымские татары, не любят ходить к врачам, он понемножечку разрушается. Эра парников, теплиц немножечко отходит в прошлое, и наш народ стал активно заниматься своим здоровьем, и все реже, к счастью, встречаются запущенные формы, но тем не менее все это дело есть. Говоря о советах из интернета, на самом деле лучше, конечно, все-таки обратиться непосредственно к специалисту, потому что интернет не универсален, он не имеет персонализированного подхода, и то, что пациент расценит у себя как проявление варикозной болезни, на самом деле может быть совсем другой проблемой. Как я уже говорил, это может быть вторичным проявлением, например, перенесенного ранее тромбоза, и занятие самолечением, скажем, может ситуацию, прогноз ухудшить или же непосредственно привести к каким-то осложнениям. Мази различные, существующие на сегодняшний день, помогают при варикозе? На сегодняшний день существует достаточно много препаратов, которые регламентируются как препараты от варикозной болезни. На самом деле единственным методом лечения варикозной болезни радикальным является хирургический метод, но тем не менее использование мазей допустимо и в принципе регламентировано клиническими рекомендациями. Они имеют симптоматический эффект, мази. Их использование облегчает симптоматику, но при этом, естественно, никак не решает проблему. В каких случаях требуется операция, а когда можно обойтись без нее? Наличие показаний или же их отсутствие определяет непосредственно сосудистый хирург. Есть стадии, стадии варикозной болезни, на которых еще допустимо консервативное лечение. Есть же стадии, на которых уже прям кричит, горит, нужно оперировать. Что такое тромбоз и чем он опасен? Тромбоз, если взять
целом ситуацию. Это образование тромба в просвете сосуда, не обязательно вена, также есть еще артериальные сосуды. Если говорить в ключе нашей сегодняшней проблемы, то, что мы обсуждаем, венозные тромбозы, они могут быть как глубокими, так и поверхностными, то есть тромбоз может развиваться в системе глубоких вен и может развиваться в системе поверхностных вен. Варикозная болезнь – это болезнь, которая поражает поверхностные вены, то есть подкожные, и тромбоз поверхностных вен называется варикотромбофлебит. Варикотромбофлебит развивается вследствие того, что стеночка вен изменена, и на ее поверхности гораздо большая вероятность оседания тромбов. И эта сама ситуация, она насколько может быть безобидной и не привести к чему-то серьезному, настолько же может быть и фатальной. То есть есть ситуации, когда тромбы развиваются в притоках где-нибудь в районе нижней трети голени, и эти тромбы фиксированы и никуда теоретически мигрировать не могут. И также они могут быть, тромботические массы могут быть максимально приближены к паховой складке, либо к подколенной складке, и при этом быть подвижными. И наиболее серьезным осложнением тромбоза, варикотромбофлебита, может быть тромбоэмболия легочных артерий. Это когда тромб фрагментируется, обрывается и с током крови попадает в легочные артерии. Исходом данной ситуации могут быть, как, скажем, легкая одышка и другие проявления, да, если это будет тромбоэмболия мелких ветвей легочных артерий, так и прям летальный исход. Что нужно делать, чтобы не запустить варикоз? Профилактика варикозной болезни, она очень важна. Включает в себя она, во-первых, модификацию образа жизни. Пациенты с варикозной болезнью должны больше двигаться, минимизировать статические нагрузки, о которых я говорил в начале. То есть они не должны вести сидячий либо стоячий образ жизни, выбирать соответствующую работу, заниматься активными видами спорта, плаванием. Это если говорить об образе жизни. В плане питания тоже есть свои нюансы. Прием в пищу большого количества клетчатки, фруктов и овощей снижает вероятность запоров. В свою очередь, это по-своему участвует в профилактике варикозной болезни. А профилактика медицинская – это при наличии показаний, это ношение компрессионного белья, чулков, гольфов, колгот, это уже по показаниям. Это прием препаратов венотоников, они принимаются курсами, как правило, 2 раза в год, и местное использование мазей при необходимости. Чохсагулнас. При малейшем подозрении на проблему с сосудами необходимо пройти консультацию у специалиста. Будьте здоровы!